Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtil. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наше кулинарное путешествие, и сегодня мы на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая в Арском районе. Итак, мы начинаем. Арский район – один из крупнейших районов Республики Татарстан, расположен в ее северной части. Общая площадь составляет 1843 квадратных километра. На территории района протекают 23 реки, самая длинная из них – Казанка, протяженностью 140 километров. В районе проживают 52 тысячи человек, количество населенных пунктов – 127. Районный центр – город Арск, расположен в 60 километрах от Казани. Арский район – один из крупнейших районов республики по сельскохозяйственному производству и является лидером по заготовке зерна, картофеля и животноводческой продукции. Важным направлением жизнедеятельности района остается строительство. За последние годы введены в эксплуатацию более 50 социальных объектов, сотни индивидуальных домов и квартир. Возведены мемориал «Слава», аллея писателей, героев Советского Союза и социалистического труда, памятники труженикам тыла, воинам-афганцам, жертвам политических репрессий. Одной из главных визитных карточек Арского района является Арский кирпичный завод АСПК. И сейчас мы посмотрим, как же изготавливается настоящий арский кирпич. Такого количества кирпича я не видел ни разу в жизни. Вы посмотрите на название: крокодиловая кожа, дикий камень, абрикос, тростник. Выбирайте на здоровье. Мы с вами находимся в цеху, где нарезаются кирпичи, и вот так вот красиво строем отправляется в сушильную камеру. Каждый кирпич отбирается и сортируется вручную. Этим мы избегаем брака, и клиент получает качественный и стильный кирпич. В Арске очень любят спорт. Здесь большое количество спортивных объектов для детей и взрослых. Вот, например, Ледовый дворец Арча. Кстати, был открыт совсем недавно, в декабре 2014 года. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Напоминаю, мы сегодня находимся в Арском районе. И готовит с нами жительница Арского района, учитель истории Халимова Зульфира. Добрый день, здравствуйте. Руслан, мы с удовольствием смотрим все ваши передачи и пополняем свою копилку рецептов. Вот мне очень нравится название вашей передачи «Секреты татарской кухни», потому что у каждой хозяйки есть свой секрет, по которому у нее блюдо получается лучше всех.
На передачу я принесла такой небольшой гостиниц Куштанеш. Ага. Вот это изображение, символ Арска, стеллы Позвольте, славы. я покажу нашим зрителям. Большое спасибо. Мигзур Ахмед пополнит музей нашей программы. Зульфара, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом там пожаловали? Сегодня мы будем готовить суп из крапивы. Вот такое, наверное, необычное, да, блюдо, которое еще у вас не готово. Ну, на моей памяти мы крапиву здесь не кушали. Вот, очень хорошо. Теперь как раз-таки летнее время, летний суп. Крапиву как пищевое растение немногие сейчас используют, а зря. Крапива у нас уже издавна, люди знают, обладает целебными свойствами, и современная наука это подтвердила. Вот в апельсинах, лимонах у нас есть витамин С, так ведь? А в крапиве ее в 4 раза больше. И также больше в крапиве каротина, чем в морковке. Она, кстати, крапива у вас здесь в Арске обжигает, так как в Казани, или нет? Обжигает, поэтому я собрала ее в перчатках. Обязательно в перчатках. А фермеры у вас не выращивают? Нет, не полей крапивы специально? Нет, фермеры не выращивают. Задумайтесь, друзья. И, ну, конечно, понятно, что крапиву надо собирать не вдоль дорог, так ведь, а в укромных чистых местах. Крапива – первая зелень, из которой можно приготовить витаминный суп. А витаминов в крапиве действительно много. 30 грамм зелени содержит суточную дозу витамина С и каротина. Для приготовления супа подходят молодые и верхние нераспустившиеся листья. Чтобы уменьшить жгучесть, крапиву обдают кипятком. В супе листья крапивы можно дополнить щавелем, шпинатом или лебедой. В кулинарии молодая крапива используется также в салатах, рассольниках, борщах, а также в качестве начинки для пирогов. Кроме того, из крапивы можно сделать соус, замариновать или засушить на зиму. Расскажите, пожалуйста, нам, из чего мы, кроме крапивы, готовим наш суп? Так, мы сегодня суп из крапивы, кашуткан оши, будем готовить на бульоне, на мясном бульоне. Я его уже приготовила. Нам понадобится вот крапива, картошечка, Так, лук, зелень укропа, наверное, возьмем, яичко, сметанка. Ну, все, по-моему, у нас. И хорошее настроение. И хорошее настроение. Давайте начнем. Готово. Я вот смотрю на лук, вы специально положили его поближе ко мне, я так понимаю, лук, как всегда, буду резать я. Ага. Как мы его режем? Полукольцами. Полукольцами. А я пока буду нарезать картошечку. Я ее буду резать на 2 половинки, потому что я люблю так, получается вкуснее. Почему именно крапивный суп выбрали сегодня? Вот мы в этом году праздновали 70-летие Победы. И вот когда мы встречались с тружениками тыла, с детьми войны, мы с таким волнением, со слезами на глазах слушали их рассказы о том, что именно крапива, лебеда и щавель спасли их в голодные годы. У нас бабушки ухитрялись там готовить и лепешки, и супы, и вторые блюда. И они говорят, не только крапива, а сам лес во время войны их и целил, И кормил, и защищал. Вот такая история крапивы. Ну, я думаю, не только жители сейчас Арска, но и многие жители нашей республики вспомнят. Но я лично в детстве ел вот этот суп. Мне готовила бабушка. Так, картошечка готова. Мне я ее уже нарезала. Осталось положить в бульон. Сейчас мы нарежем морковку кружочками такими красивыми. Бульон у нас, кстати, уже томится на огне. Да. Сегодня мы готовим на природе. Я думаю, от этого наш крапивный суп будет еще вкуснее. Еще вкуснее, да, правильно, Руслан. Ну а сейчас самое время рассказать нам об Арском районе. У Арска очень такая богатая, многовековая история. Территорию нашего края уже начали заселяться людьми во времена каменного века. Вот во второй половине 8 века, вы знаете, Руслан, образовалось государство Волжская Булгария. И вот уже к 13-14 веку булгары прочно освоили берега реки Казанки. Вы знаете, что у нас на территории района протекает 23 реки. Самая большая Казанка. Самая длинная Казанка, да, она протяженностью 140 километров. То есть жителям Арска очень удобно, сели на лодку и прям приплыли к нам в Казань. Можно и так. Вот как раз-таки истоки реки Казанки у нас начинаются недалеко от моего поселка Урняк, где родилась, в деревне Казанка. И что я хочу сказать, что Арск сам возник как крепость в Средневековье, где-то вот в 13 веках. И после распада Золотой Орды,
когда образовалось уже Казанское ханство, у нас жители Арска вошли в состав Казанского ханства, стали Арской дорогой. А в этом красивом современном здании находится историко-этнографический музей Казан-Арте, в который мы с удовольствием и заглянем. Руслан, наш музей был основан в 2009 году. Здесь представлены разнообразные археологические находки с древних времен до сегодняшнего дня. Здесь представлен быт средневековый с татарским орнаментом, вышивкой, типичным для нашего края. Зыбка-колыбель, бишек, нары. На нем люди ели, работали, спали, отдыхали. Разнообразная кухонная утварь и чиги. Вот здесь вот представлены уникальные. Жители Казани пользовались большой популярностью, умением изготавливать разнообразные изделия из кожи. Славились на базарах. Вот здесь вот представлен интерьер базара. Это у нас купец казанский. Он привез за Казани разнообразные ичиги, туфли, полотна вышитые. Все это сделано из натуральной кожи. Для создания одной пары ичигов требуется не одна неделя кропотливой ручной работы. Она выполняется при уникальной технике ручного шва из разнообразных кусочков узорной кожи. Здесь представлен станок для изготовления рогожи. Из коры липы делают вот такие вот мочалы. Из этих мочал делают канаты, лапти, рогожи. Эти рогожи настилали на пол, на нары. Они также использовались для переноски хлеба, рыбы. Ну, Руслан, за 5 минут наш музей не обойти. Я приглашаю вас посетить наш музей еще раз. Спасибо за внимание. Здесь очень интересно, друзья. Но расскажите вот нам про сам город Арск. Ему буквально же 7 лет. В 2008 году он получил статус города. Ну а люди вот здесь проживают, вот поселение само когда образовалось? Или он был раньше уездным городом? Он уже был уездным городом. Статус уездного города Арск получил в 1781 году. То есть более 200 лет назад? Да, более 200 лет назад. Тогда был утвержден как раз-таки герб Арска. Вы его, наверное, увидели, да? Там изображена золотая крепость. Угу. А вот эта золотая крепость, она, наверное, как раз-таки отражает историю развития города, когда Арск был северо-восточным форпостом Волжской Булгарии и Казанского ханства. Можно сказать, был второй столицей? Да, можно даже так, наверное, чтобы сказать. Гордились арчане. Да. А в последующие годы, вот после уже революции, там, после утверждения советской власти, с 1920 года Арский район начинает называться Арским кантоном. В последующие годы он был и селом, и поселком. И вот с 2008 года у нас Арск получил статус города. С чем мы его и поздравляем. Поздравляем, да. Мы продолжаем готовить крапивный суп. Порезали кружочками морковь, полукольцами лук. И дальше самое интересное, я это передаю вам, Зульфира. Это крапива. Как же она будет резать крапиву? Так, значит, крапиву мы сперва обдаем кипятком, потому что она... Обжигает? Да, обжигает. И, как я уже говорила, собирать ее лучше в перчатках. Может быть, даже если у кого-то очень большая чувствительность, как у меня, нарезать тоже лучше в перчатках. А я по старому казанскому рецепту порежу укроп. Никаких перчаток не надо, кипятком обдавать укроп не надо. Зульфира, Арский край славится известными людьми. Расскажите, вот, пожалуйста, о ваших героях. Ну, наверное, раз мы находимся сейчас в Крылае, самый известный великий поэт нашей арской стороны – это Габдулла Тукай. Вот мы сейчас находимся как раз в той стороне Арска, где многие места связаны с именем этого великого поэта. 26 апреля 1986 года Габдулла Тукай родился в деревне Кушлауч в семье муллы. И еще одна дата – это 1894 год, когда он пребывал в Кушлауче, жил месяц у родственника перед тем, как уехать в Уральск. Наверное, самое известное произведение Габдуллы Тукая – это поэма «Шурале». Вот я сейчас хочу вам прочитать отрывок из этого произведения.
в оригинале на татарском языке. С удовольствием послушаем. Нәк Казан ортында бардыр бір ауыл қырылай диләр. Жырлағанда кешін тауықлары жырлай диләр. Ул ауылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул былын, яшел үлән, хәтфәдән юрган иде. Анда бик салкын, бик эссе түгел, урта һава, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл, кура җиләктә җир-җиләк, күз йомганчы һич шиксез җыярсың бер чиләк. Билгеле бу кап-кара урманда һәр йырткыч бар. Юк түгел аю, бүре, тилке, җиһан кырткыч та бар. Бик куе булганга бу урманда җин-пәриләр бар диләр. Төрле албасты, убырлар, шүрәлеләр бар диләр. Һич гаҗәп юк, булса булыр, бик калын, бик зур бит ул. Күктән ни булмас дисең, очсыз-кырыйсыз күк бит ул. Бигзер Ахмед. Кстати, друзья, поговаривают, что в деревне Новая Кырлай до сих пор жители видят Шурале, а самые бесстрашные жители делают с ним селфи. Ну, об этом в следующий раз. Так, мы сейчас все дорезаем. Зульфира, какие еще известные личности родом из Арского района? Конечно, я не могу не сказать про великих татарских просветителей. Это Шагабутдин Марджани, Габдельнасир Курсави, Шамсиддин Культаси и такие великие татарские писатели, как Гумар Баширов, Гариф Ахунов, Мухаммад Магдиев. Они все родом из нашего края. Зульфира, мне кажется, у нас уже все готово. Да. Крапиву мы порезали, зелень порезали, и после небольшой паузы мы продолжим готовить наш крапивный суп на костре. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем. Сегодня мы в Арском районе и готовим очень вкусное блюдо под названием крапивный суп. У нас уже есть заготовочки. Это лук, морковь, картошка. Здесь у нас уже говяжий бульон кипит на костре. Так, мы его сейчас помешаем. Угу. И добавим. Кидаем сюда нашу картошечку. Лук. Так. И морковку. И морковку. Ну, сейчас у нас картошка будет где-то вариться минут 15-20. И пока готовится наш картофель и овощи, у нас есть время немного поговорить на природе. Солнышко светит. Красиво у вас тут в Арском районе. Кстати, расскажите, вот город Арск, само название города, откуда оно образовано? Руслан, есть несколько версий о происхождении названия города Арска. Одна из версий, что Арск обосновали южные удмурты. Их в древности называли арами. Вот это первая версия. Есть еще одна версия. Это что вокруг Арска росло очень много можжевельника. Вот можжевельник в переводе на татарский язык означает артыш, а в переводе на тюркский язык арча. И вот булгары боготворили это дерево как священное, и поэтому назвали населенный пункт Арча. И вообще у нас очень много населенных пунктов, которые названы по названию природных объектов. Арск. Коротко, красиво и звучит гордо. Да. Ну а тем временем, мне кажется, картошечка у нас уже сварилась, мы продолжаем готовить крапивный суп. Так, вот мы видим, уже у нас картошечка сварилась. Мы ее сейчас достаем из бульона. Угу. То есть мы картошку кушать не будем? Картошку мы будем кушать. Сейчас я объясню, когда мы ее будем кушать. Сейчас мы несколько картошечек разотрем вот в этой красивой мисочке. Да. Сейчас мы вот сюда положим. То есть своеобразное пюре получится у нас? Да. А остальная картошечка нам пригодится, чтобы положить его вместе с мясом, на котором у нас варился бульон.
Ну а я сейчас наш укропчик и самый главный ингредиент крапиву помещаю в бульон. Да, правильно. Помещайте. Зульфира, отдельно хотелось бы сказать нашим зрителям, что школа, где вы работаете, была лучшей школой России и Татарстана в 2008 году, с чем мы вас и поздравляем. И весь коллектив вашей школы. Да, я очень горжусь, что работаю в Лесхозской средней общеобразовательной школе. Я сама выпускница этой школы. Сама я являюсь руководителем научного общества учащихся, искателей. Мы с ребятами занимаемся исследовательской деятельностью, изучаем историю Арского района, нашего поселка. И вот, наверное, вы даже не знаете, я хотела рассказать немножечко об истории нашего поселка. Дело в том, что в начале 19 века, во второй половине 19 века на территории нашего поселка располагалось имение знаменитого казанского купца Габдрахмана Ишмуратова. Он выкупил его у разорившегося помещика Гарталова и построил здесь конезавод. Наверное, очень интересный такой факт из истории, что он был приглашен к 200-летию дома Романовых к императору, подарил ему жеребца, и за это император разрешил ему носить на дуге своих лошадей колокольчики. В то время такой привилегией пользовались только почтовые экипажи. Вот я картошку размяла, сейчас мы его кладем в бульон. Так, Руслан, помешайте, пожалуйста. Так. Ага, тщательно. И остается добавить 2 яйца. Да, которые тоже мы размешиваем. И... Так, надо тщательно сейчас размешать. Какой аромат, дорогие друзья! Мне кажется, аромат нашего крапивного супа сейчас на весь Арский район распространился. Да, на весь лес. Могут даже прийти к нам Шурале, Убырле, чтобы попробовать наш кшитканаше. Сейчас мы еще немного потомим наш суп на огне и будем его пробовать. Суп из крапивы. Кишиткан оше. Молодую крапиву перебрали, промыли холодной водой, обдали кипятком и мелко нашинковали. В кипящий бульон положили нарезанный ломтиками картофель и довели до кипения. Затем добавили нарезанный полукольцами лук, кружочками морковь, подготовленную крапиву и довели до готовности. В конце варки вылили 2 сырых яйца, хорошенько перемешали и томили еще несколько минут. Партнер нашей программы – Кукмарский завод металлопосуды. Представляет бренд Кукмара. Посуда линии Модерн – это литая толстостенная посуда с высококачественным антиперегарным покрытием нового поколения. Друзья, не ошибитесь при выборе. Обратите внимание, на всех изделиях Кукмарского завода металлопосуды имеется литой фирменный знак в виде логотипа Кукмара. Покупайте только оригинальную посуду. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт приготовления нашего крапивного супа, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Зульфира, посмотрите, как у нас красиво. По вкусу можно положить сметану, можно майонез, можно катык. Так. Спасибо. Все у нас готово для того, чтобы пробовать. Приятного аппетита. Бигзур Ахмед. Сейчас узнаем, обожжет ли меня крапива или нет. Зульфира, вы покорили и мое сердце, и всех наших телезрителей. Суп удался. О, бигтамле. Да, очень вкусно получилось. Я и сама очень рада. Друзья, посмотрите на аромат нашего блюда. Из лесу появился настоящий шурале, если я не ошибаюсь. Да. Зульфира, сделайте что-нибудь. Я думаю, может, мы угостим ее чем-нибудь. Дорогой наш шурале, можешь выбирать 1, ну максимум 2 пирожка. Вот так вот, друзья. Только в Арском районе можно увидеть настоящего шурале. Самое главное, покормите его, и он уйдет спокойно. Вот такие чудеса происходят в Арском районе. Не верите? Приезжайте и узнаете сами. Зульфира, вам большое спасибо. Крапивный суп, еще раз повторюсь, удался, и мне понравился очень. Руслан, мне тоже было очень приятно сегодня с вами готовить этот суп. А всех я приглашаю к нам в гости наш хлебосольный, гостеприимный Арский район.
Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю, дорогие друзья. Сау болыңыз.